Одна из таких продовольственных ярмарок сегодня с утра прошла в Сунже. Продукты на прилавках – это результат кропотливой работы местных фермеров, аграриев, крупных компаний. Жители покупают овощи, фрукты, зерно, мясо, мед, молочную продукцию по выгодным ценам. Все натурально, без добавления каких-либо химикатов. Произведено и выращено в Ингушетии. Товары осмотрел лично Махмуд Али Калиматов, а затем уже в ДК стал почетным гостем фестиваля Душугуйри «Золотая осень». Мероприятие приурочили к 30-летию Министерства сельского хозяйства региона. Здесь же подвели результаты конкурса на лучшее подсобное хозяйство и фестиваль цветов. Вручили сертификаты победителям, среди них наш коллега, журналист Хусейн Гагиев. Уважаемые работники сельского хозяйства, с 30-летием вас. Это очень важно, и я рад, что сегодня вы все собрались, и те, которые сегодня вне этих стен, тоже делают свою работу. Кто-то, наверное, еще урожай собирает, кто-то перебирает то, что собрал. Но самое главное, я хотел бы, во-первых, поблагодарить тружеников сельского хозяйства. Тружеников это очень важно. И я искренне благодарен министру, нашему Гагиеву Магомеду Курейшевичу. Очень важно, чтобы руководство добросовестно относилось к труду тех, кто конкретно работает на земле. И сегодня очень важно, 4 ноября – это День народного единства. День народного единства нашей большой стране Россия. Это очень важно. Сегодня, когда весь мир по периметру нашего государства, вы сами видите, он просто дни добрый, то есть везде происходит убийство детей, жителей Палестины, вылазки террористов. Мы это сами тоже пережили. Я помню это, да? Абсолютно. Понимаете, мы много чего пережили. Мы должны сегодня, в этот день, в этот праздник, еще раз хочу подчеркнуть, надо трезво оценивать, реально оценивать ситуацию в мире. Не отдельно взятой части мира, а в целом ее оценивать. Потому что важность ситуации сегодня в том, чтобы сплотиться вокруг нашего президента, слушать, что он говорит, и слышать. Потому что в любом случае нам сегодня поможет только наша страна. И сегодня у нас ребята находятся на передовой в составе СВО. Они там героически делают свою работу военную. Поэтому дал мерца волпыш, обянчик дал тут много вещей, которые в мире нельзя, там вот особенно сети, они завладели там умами. Понимаете? В жизни этой много всего из составляющих. Как президент сказал, война-то идет не с украинцами. Война-то идет не с Израилем или Палестиной, а война разжигали и разжигают американцы. Что сделали с Ираком? Миллион людей убили. Кто там был? Американцы. Что сделали с Ливией? Самая процветающая страна. Просто сравняли ее. Афганистан. Чудится. Это все. Они в стороне, за океаном. Их там не достанешь. Я не хотел там переходить в политику, но все-таки должен был это сказать. А сегодня, дорогие друзья, Душугуйри, я просто немножко эмоционально. Знаете, когда в прошлом году у нас урожай, в этом году у нас хороший урожай. Я когда встречался с президентом Владимиром Путиным, мы говорили обо многом, но он почему-то заострил внимание на сельском хозяйстве. Он показатели посмотрел и говорит: слушайте, у вас рост такой, да, за 157% во всех. У нас же в действительности 40-45 там зерновых, там картофель, я радуюсь, я вот Хашигульгов, надеюсь, он здесь, вот.
вы знаете, квартал вообще ж не было. 75-85 я смотрел, а сейчас 11-15 рублей у нас картошка. Так, мы будем стараться делать, но это все зависит от труженика сегодня. И президент сказал, он говорит: Махмуд Алиевич, самолеты мы построим, дороги построим, любые здания, школы, детские сады. Но нам надо, чтобы у нас был накормлен народ. То есть мы должны, вот сельское хозяйство это дает продукты. Продуктовая безопасность это самое главное в стране. Без машины можно обойтись, дорога плохая, проедем, объедем. А не накормить, это вот эта безопасность здесь в стране. Поэтому большой поклон вам. Ваш хаббулби, цудига болбачо, халбыс. Вот поэтому там и нет много желающих, но все-таки, а вам, я вот даю слово, я вам искренне благодарен. Я слышал, Баргал Холча, я вот низко кланяюсь вам, потому что это очень тяжелый труд. Еще не зависит от того, что ты хорошо посадил, прополол или что-то еще. Зависит еще, какая погода будет, какой снег будет, еще что-то. Много таких составляющих для сельхозработника. Но я знаю одно: обеспечение удобрениями, обеспечение семенами, обеспечение выделением средств на ГСР. То есть в этом плане я убежден, что министр и министерство работают серьезно. Поэтому сегодня, поздравляя вас с этим праздником вашим, хотел бы сказать, у нас любую ситуацию возьмите, у нас вторая очередь сейчас АПК Сунжа, там до 20 тысяч тонн будет. У нас великолепный сад Гиря, который в прошлом году до 60 тысяч тонн. Понимаете? Ну и другая ситуация есть. У нас не хватает специалистов. Специалистов, аграриев, имеется в виду технологов, агрономов, механизаторов. Вот колледжи, я уже говорил с министром, 26, по-моему, колледжей. Все учат там, половина их там, у них есть отделение агропромышленного комплекса, то есть специалистов. Где они, не знаю. То есть тоже вопрос. Если видишь комбайнера 71-72 года, а где молодежь-то? Молодежь должна привлекать. И вторая часть, хотел бы сказать, у нас конкурс был объявлен 3 года назад. Вот. Мысль у меня такая пришла. Думаю, мы объявили конкурс. И вот 3-й год сегодня. Я очень благодарен и поздравляю победителей. Люди зашли в свои приусадебные участки и начали выращивать. Ветеранов поздравляю, отрасли сельскохозяйственной. И хотел бы, чтобы мы в этом же плане продолжали нашу работу. Поэтому еще раз с праздником. Дал эту вафлу. Лучшие дороги нам.